Все айтишники богатые. Это неправда. Я бы не сказала, что они все богатые. IT — это только цифры. Абсолютно нет. Допустим, в Salesforce ты особо не сталкиваешься с цифрами, ты просто, да, там есть формулы, которые тебе нужно писать, но это все можно найти информацию в сети. А в IT нужно хорошо знать математику. Это неправда. Это такой миф, мне кажется, потому что у меня всегда в школе были проблемы с математикой. У айтишников скучная жизнь. Это неправда, потому что каждый день ты должен коммуницировать с командой. Стать айтишником сложно. Да, я бы согласилась, потому что тебе нужно очень много усилий прикладывать, особенно в начале. Все айтишники интроверты. Нет, это тоже неправда. Я встречала как экстравертов, так и интровертов. Меня зовут Айджан, мне 29 лет, я живу и работаю в Праге, в Чехии, и работаю в компании Deloitte как Salesforce-консультант. Это моя первая работа, связанная с Salesforce. Что такое Salesforce? Salesforce — это CRM-система, да, и она нужна каждому, любому абсолютно бизнесу. Допустим, тандыр есть и есть лепешки, которые вы продаете. Каждый день у вас приходят люди и покупают, да, и каждый из этих клиентов постоянных у вас есть в системе, и когда, допустим, скидки, вы им всем отправляете объявление, да, то есть на один клик, и вы все получаете сообщение, что у вас скидки там, или, допустим, тандыр нужно, вы хотите второй тандыр, да, то есть ваши поставщики тоже в этой системе, то есть вся информация касательно вашего бизнеса, она в одном месте, ее, во-первых, легко найти, не надо искать там всякие листочки с номерами там и так далее, да, все контракты тоже там, и, допустим, у вас там 25 помощников, да, и каждый из этих помощников может зайти в эту систему и посмотреть каждому клиенту, сколько лепешек нужно, в какой день, предзаказы какие-то, да, то есть вам не надо каждому звонить и объяснять, вот так сделай, то есть они заходят и они все видят, все, что им надо сделать. И поэтому коммуникация снижается, следовательно, вы экономите свое время, да, вот. И если новый человек приходит, он заходит в систему, и он сразу уже все видит. То есть ему не нужно дополнительно его там месяц тратить, обучать, и вот это все. Как вы пришли в IT и почему Salesforce? Я искала разные курсы, разные пути, как стать IT-специалистом. И потом мои знакомые пошли в Salesforce Bootcamp, я начала больше об этом узнавать. Я видела, что они тоже без IT-образования предыдущего, у них там бакалавриат вообще в другой сфере, и они находили работу. И поняла, что это один из самых легких путей войти в IT. Допустим, я нашла работу через 4 месяца, и когда ты уже начинаешь работать, ты дальше уже учишься и развиваешься. Да? Тоже был такой момент, почему я решила учить Salesforce, потому что порог вхождения очень низкий. То есть настолько сейчас действительно не хватает специалистов по Salesforce, то, что если ты уже базу знаешь, какие-то базовые знания про систему, имеешь представление, то тогда они уже готовы взять тебя на работу. И дальше они готовы тебя как бы обучать, да? По профессии вы кто? Мое первое образование — это международные отношения я закончила. После этого я работала, как офис-менеджер, в туризме работала, в образовании, в Министерстве образования стажировалась. В какой-то момент я поняла, что большого роста нет, и вот поэтому последние 4-5 лет я смотрела, как можно войти в IT, да. А сколько вы зарабатываете? Минимальная зарплата вообще Salesforce специалиста, начинающего в Чехии, это $2000. Вот. Это выше на $500, чем средняя зарплата по Чехии. А это как бы минимальная, да. И максимально то, что недавно мне писали в LinkedIn, это зарплата была $6000. Это максимально, что вообще предлагали мне. Какую IT-профессию выбрать для старта? Существует это администратор и консультант. Это стартовые позиции, да, когда ты уже понимаешь систему, когда ты можешь делать какие-то настройки в системе уже, когда ты можешь решать, допустим, как пользователь системы, у меня какая-то проблема, и я обращаюсь к администратору. И он должен решить эту проблему.
Вот. Но администраторы часто, они не пишут код еще, это уже разработчики. Что должен знать новичок? Ваши советы? Ну, совет номер один — это выкладываться на 150%. То есть, если вы записываетесь на буткемп и как бы вы платите за это деньги, будьте готовы к тому, что вы должны выкладываться. Вы должны взять максимум с этого, иначе не получится. Сколько стоит обучение и за сколько вы окупили? Обучение стоит 2500 евро. Да, и ну, если учитывать, что минимальная зарплата это 2000, да, то окупилось это очень быстро. Если вы также хотите учить Salesforce, перейдите по ссылке в описании.